Pardon, ketdim. Alanda. Bugun Qozoqdan yana ketadi. Shunday notur azamatlarga qo'lga ko'rsatib. Можно машинка? Да. Приветствую народ Казахстана. Сегодня Бекболат Утебаев вышел на голодовку. По какому вопросу? Я вышел на голодовку, потому что был вынужден выйти на голодовку. Я писал где-то это уведомление на мирный митинг, отказ пришел. Писал уведомление на одиночный пикет, отказ пришел. Также поэтому пришлось выйти на голодовку. Потому что народ уже сейчас не живет, а выживает. Это издевательство над народом. Ежемесячно почти цены растут, а зарплата пенсии стоят на месте. То есть власть Казахстана преднамеренно народ Казахстана загоняет в ничто. Это преступление, я считаю. Нет преступной власти. Требуем обратить внимание на нужды народа. Требуем поднять зарплату, пенсии. Требуем остановить рост цен на коммунальные услуги, на продукты питания, на лекарства. Нет роста цен. Требуем улучшения социального положения граждан Казахстана. Детям-сиротам бесплатные квартиры. Многодетным мамам бесплатные квартиры. Газ бесплатно. Газ принадлежит народу Казахстана. А не этой кучки воров. Все полезные ископаемые ближайших недрах Казахстана принадлежат всему народу Казахстана. Ежемесячно на миллиарды долларов продают. Куда деньги деваются? В какую яму уходят? В какую дыру? Почему мы живем в нищете? Мы только видим рост штрафов и количество этих штрафов. И налогов тоже так же. Требуем права проведения мирных митингов и одиночных пикетов. Ибо только при митингах народ, власть Казахстана увидит, что народ живет в нищете, выживает. Она запрещает проводить мирные митинги. Типа делай вид, что у нас все нормально, все окей, все на нас согласны с ростом цен на все. Мы не согласны жить в нищете. Вы же подавали, да, уведомление? Да. На митинг и... Подавал. Отказ пришел. И на митинг, и на Одиночный пикет. одиночный пикет. Также я поставил подал уведомление, чтобы поставить известно, что если в случае отказа на мирный митинг и одиночный пикет, я выйду на голодовку. Бумага мне подтверждает, что я Акимат области, город Уральский, поставил известно, что выйду на голодовку в случае отказа. У меня есть. Вот на площади Абая. Пока никого нету вокруг. Айтып тұрған көтеріп отырған мәселелер бәрі өте. Из дома вышел до областной больницы, меня сопровождали. В областной больнице, в отделение гастроэнтеролог пошел, там полностью обложили меня. Я кое-как оттуда вышел. То есть, точнее сказать, кое-как я ушел от слежки. На слежку и преследование активистов есть деньги. А на поднятие социального положения народа Казахстана нет денег. Детям-сиротам бесплатные квартиры не дают. Дают арендное жилье. Что дети наши? Иноагенты, что ли? Дети это наше будущее. Дети это наше богатство. Им надо давать бесплатное образование. Высших качественное бесплатное образование давать. А у них все это отобрали. Это говорят о том, что дети вообще не нужны власти этой. Они нужны только когда вот 18 лет исполняется, какой-то долг у них появляется перед Родиной. За что? За то, что штрафом налогом обложили, что ли? За это, что ли? Или за то, что держит народ в нищете? Это долг, что ли? Бекболат, мынау осы амандасып отырғанымыз бұл тек бірінші рет пе, әлде оның алдында да болды ма? Жоқ, мен бірінші рет емес, мен уже подавать шығып жүрмін. Постоянно мен штраф іліп жатыр. Административный арестке салып жатыр. Бірақ мен соған қарамай шығып жүрмін.
орысша айтып жатырмын режимесін, потому что мен бүкіл бер жақтан қарап жүр, даже Испаниядан қарап жүр, маған звондап, сен молодецсің, демей жүрсің, үндемей тұрмайсың, жүрсің, адамды жайдан улап шығып жүрсің дейді. Сол айтты маған. Олар қанша білмейді, сосын мен орысша айтып жатырмын. Бұнда ешқандай айып жоқ. Біздің енді. Требуем остановить рост цен на коммунальные услуги, требуем остановить рост цен на продукты питания, требуем остановить рост цен на лекарства, требуем остановить рост цен на ГСМ. ГСМ опять подняли цену. Это издевательство над народом. Тухаев объявил, что выделит России, агрессивной России, гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн бензина. И в этот же момент у нас цены сразу на заправку поднялись. Это Тукаев, короче, решил за счет народа поддержать военную агрессию России в Украине. Потому что куда поденется? Конечно, на вооружение, на военную технику, которая стреляет, убивает мирный народ Украины. Они говорят, что мы там поехали защищать русскоязычных. Какой русскоязычных защищать? Они, наоборот, там русскоязычных убивают. Подвергают пыткам. Насилуют. Детей насилуют. Это поганая вторая армия мира. Оккупанты несчастные, звери. Требуем отменить гуманитарную помощь агрессивной России. Пускай выводят войска, у них все наладится. Россияне, я обращаюсь к вам, выводите войска с Украины, и у вас все наладится. О, уже едут. Автозэк. Сейчас они в объезд оттуда приедут. Я немножко присяду, не обижайтесь, но это состояние здоровья. Конечно, конечно. Буду сидеть говорить, хорошо? Да. Осындай батыр азаматымыздың ғана тек қана қолдау көрсетіп, сол кісінің айтқаны мына арамзатыр биліктің құлағына жетсін деген ниет. Я вот не удивляюсь насчет полицейских, судей, прокуроров. Как они смотрят на этот беспредел власти, да, и их поддерживают. Ну вот, вы смотрите, я обращаюсь к прокурорам, судьям. Скажите, что здесь, какое здесь слово преступное? Для вас. Или вам нравится, что полицейские, что ежемесячно цены растут? Вам нравится, нет? Там, скажите, при отделах полиции спецмагазин, и там каждый месяц поднимаете цены и покупаете там именно, там отовариваетесь. Ну народ в нищету не надо загонять. — 24 октября прошлого года у нас тоже такие требования, именно социальные вопросы были. Именно, бесспорно социальные вопросы. Но нет, они поехали за 45 километров в лес, нашли там меня, по Русскому, в лесу массиве, у берега озера, избили, разгромили палатку, уничтожили печку, газплиту. Нас приняли насилие в отношении меня. Избили, ограбили. Раз ограбили, значит, что денег не хватает. Фонарик несчастный, который стоит карман фонарик, налобный фонарик, поwerbank. Все вместе посчитали, где-то около 60 тысяч вышло денег. Они даже на это позарились. Я говорю, что полицейские тоже от собак до собак еле живут. Ну, почему-то вот это нас не поддерживают они. Поддерживают власть эту. Вам не стыдно, полицейские обращаются, вам, бандиты в погонах, которые совершили зверство надо мной, над стариком, над инвалидом второй группы. Верните мои украденные вещи. Вы когда хотели выйти на голодовку напротив ДВД, они вас поймали, да? Задержали? Да. И кто там был, и что говорили? Вот там их много было.
и зам аким города Уральск там был, и прокурор дежурный был там, и руководство полиции было там. Ну, я сказал, в чем это преступление? Объясните. Вот это требование наше создание. Вот такие слова преступления. Я их уберу, говорю. Они молчат. Ну ты полицейский бандитов называешь. Я говорю, ну хорошо, я их бандитами не буду называть. Назовите мне слово, которое я этим словом буду их называть, которые меня избили, ограбили, приняли мародерство, насилие, и избиение, зверство избили меня. Как их называть? Они молчат, не могут назвать слово. Я буду их так называть, как вы мне скажете. Страшно это. Убийцы. Я их буду убийцы. Они молчат. Только я вот бандиты они. Ну не все же бандиты. Но ты извини. Такое слово, говорит, не все бандиты. Ну, увольняйте, чтобы их не было в полиции таких бандитов. Полицейский обязан защищать конституционные права граждан. Обязан защищать граждан Казахстана. Обязан защищать имущество граждан Казахстана. Они обворовывают. Защищать здоровье граждан Казахстана. Они избивают. Это как называется? Граждане Казахстана имеют право критиковать власть. За это нас штрафуют, прессуют, сажают. Это как называется? Какая это полиция? Какие это прокуроры, которые на суде требуют максимальный срок лишения свободы? Вот за это только. Какие судьи, которые видят, что идет беспредел, выносят приговоры? Сонда оларға да қарақшылар десек намыстанады. А енді сол сендей адамдарды қудаласа, олардың абыройы көтеріледі. Олай ма? Ну, один случай, скажешь, вот судья говорит, у него полицейский, у него у тебя составлен протокол неправильно. Ну как же? Он говорит, в марте был осужден, говорит, а в феврале, говорит, совершил повторное правонарушение в марте. В марте был осужден, а в феврале повторное правонарушение совершил. Прокурор говорит, протокол составлен. Он как мог в феврале совершить повторное правонарушение, если он был осужден в марте? Прокурор 20 суток ареста. Все. Если сказать, я отзываю и, короче, буду обследовать нарушение конституционных прав гражданина в отношении полицейского. А он нет. 20 суток ареста. Когда прокурор, судья ему говорит, это нарушение натуральное нет. Протокол неправильный. Как мог человек в марте получить административное, а в феврале повторное правонарушение совершить? Он что, машиной времени пользуется, что ли? Вот такие у нас судьи, вот такие у нас прокуроры. И такие у нас полицейские. Для народа ничего не делают. Смотрите, он даже в Америке, президент Трамп, когда выносит какой-то приказ, судьи отменяет. И он ничего не может сделать. Почему? Потому что там судьи независимые. Они только за это подчиняются только Конституции. Все. Вот это правильное решение. А у нас все судьи назначаются, все прокуроры назначаются, все чиновники назначаются. А назначаются против своего хозяина не попадет никогда. Он будет против народа. Хозяин скажет, вот так делают, вот они делают, что у нас загорает нищету. У нас отобрали бесплатное образование, у нас отобрали бесплатное здравоохранение, у людей лечиться не могут. Они пишут там в соцсетях. Вот, народ почему болеет, потому что они с клиники проходят. А как человек с клиник пройдет, если у него на булку хлеба нет денег? Безработных людей самозанятых отправляет. На бирже стоят люди, месяц стоят, платят, а потом остальное не платят. Почему не платят? Как он будет жить? На что жить? Куда деньги деваться от продажи полезных ископаемых? Бекболат, бір сұрағым бар еді. Сіз деген қазіргі мына аштықты ұстауға бастап отырсыңыз. Ал енді қандай мәселе шешілу керек, чтобы сен деген осы мына нелеріңді аштығыңды бәрін ғана мына билікке қарсылықты тоқтатуға. Қандай мәселе шешілу керек?
үкімет халықтың жағдайын қарап хақын түсіру керек, зарплата табысын көтеру керек халыққа. Халық көрсін, үкімет халықты ойлап жүр деп. Тек сонда қазақта бәрі жақсы болады, баялық болады, бәрі керемес болады. Қазақша қиын сөйлеймін, режимесі жаңа үйреніп жатырмын қазақша сөйлеуге. Потому что мен көрдім, Украинада нельзя істеп жатыр, русский мир России деген под названием. Защищать русскоязычных. Что кіріп алыпты. Мен сосын қорып, мында кіріп деп, сосын орыс тілінен отказ істеп жатырмын, жайлап-жайлап, қазақ тіліне, туған тіліне көшіп жатырмын, жайлап-жайлап. Құрсын, мне освободитель с русского мира не нужен. Мне в нашем казахском мире и так достаточно говна, вот борюсь, сижу. Нам проблемы русских не нужны, русского мира. Под русским миром я подразумеваю всех граждан России, независимо от национальности, от вероисповедания. Это они относятся к русскому миру. К казахскому миру относятся все граждане Казахстана, которые имеют гражданство Казахстана, независимо от веры и национальности. Это к казахскому миру относится. Если ты гражданин Казахстана, ты к казахскому миру относишься. Так что я обращаюсь к русскоязычным, не стесняйтесь. Вы граждане Казахстана, вы казахи. Что-то вытворяет русский мир в Украине. Вас это никак не касается. Запомните это. Боритесь за свои права. Не доводите до такого семечка, как в России. Жертв в нищете. А чтобы он заработал деньги, иди на СВО. Что, хоть кредит закрыть, иди на СВО. Вот до чего дотащил эту власть в России, свой народ. Бедный украинский народ страдает за эту поганую преступной власти. Одному захотелось стать царем, собирателем земель, хренов. батыр ағамыздың айтқанына тек қана қалай жауап беруге болады? Тек қана қосылып, қатарын көбейтіп, осы алаңға келіп, биліктен осы кісінің айтқан талабындай талап қойып. Мы никуда не пропадали. В прошлом году я последний раз ходил 29 октября на голодовку. И после этого я очень сильно болел. Помимо этого еще в лесу там меня применили, против меня носили. Мне там тоже проблемы со здоровьем, с поясницей, мне ноги отказывали. Также проблемы были из-за здоровья, поэтому я два дня голодовал, мне голодовать нельзя. Поэтому я очень долго болел, поэтому я не мог просто не в состоянии был выходить на площадь. Не в состоянии был выходить, подавать заявление на мирные митинги. Я не знаю, чего власть добивается вот этим самым отказом. Они, видать, у них в головах мирные митинги и одиночные пикеты мирные, это преступление. Значит, народ не имеет права на мирный митинг, наш народ не имеет права выходить на одиночный пикет. Наш народ имеет право, подчеркиваю, выходить на площадь с оружием в руках и требовать защиты, конституционные права, чтобы работали. Это что такое? Сама власть, народ Казахстана толкает на кровавую революцию. Почему нам запрещают мирные митинги? Дайте людям выйти на мирный митинг. Выйдет народ, скажет, что вот это нас не устраивает. Власть должна присутствовать и немедленно приступить к исправлению своих ошибок. Вот для этого мирные митинги нужны. Они нам запрещают. Они видят, до хрена, что он творит. Сам Акилат говорит, если вот вы слишком много пишете, то проблем, мы все не выполним. Кто в этом виноват? Подними вот это. Когда маленькие проблемы были, вы нам запрещали мирные митинги объявлять. Мы вышли бы, когда маленькие проблемы были. Вы пришлось убрать эту проблему. Следующая проблема возникла бы, опять народ вышел бы на митинг, сказал, нас не устраивает. Это против конституционных прав народ Казахстана. Вы убрали бы. Все. И таких кучи проблем не было бы. А вы создавали проблемы. Сейчас до такой степени создавались проблемы. Что, народ я уже на грани терпения, на грани выживания. Подними плакат, чтобы видели. Народ проезжает, проходит. Вон тут тоже. Остановите цены.
А такомета 0 реакции. А обед же идет. Они не знают, что. Они до полпервого ждали. Я же на полпервого написал, что было. Ждали. Я не пришел. Они пошли за обед спокойно. А я тут пришел. А что, полицейских не беспокоит? Нормально, да? Они еще не в курсе, наверное. Сейчас уедут. Нет, они боятся. Нет, сейчас приедут они. Ну я из дома еле выбрался. Он их уже на шею к ним Я сел. смотрю, вы сидите, а что полицейские? Я просто Обычно здоровья нет, чтобы стоять. они обычно прибегают. Лучше здесь сидеть, чем в клетке там за решеткой. А вон они вон подъедут. Гражданку они гражданку увидеть. Сейчас они в основном гражданской. Да. Это КМБшники. Давно сидите? Примерно 10 минут. Обычно они прибегают, а вот это гражданский. А у них сейчас обед. Как говорится, война войной, а обед без порядка. Вызывает вот, наверное, навет. Полицияда билетте бұл кісіден шаршаған болар. Қойшы құрсыншы деп бұл сілтеген болмайды ғой. Жоқ. Только за одно слово Назарбаев должен был привлечен быть к уголовной ответственности за слово, что казах не достоин быть, не нужно высокое образование, он не достоин учиться. Его доля в руке веник и подметать улицы. За это он только должен быть привлечен к уголовной ответственности. Тукаев тоже за задачу, за призыв иностранных войска и отдачу приказа стрелять на поражение. За это должен отвечать по уголовной статье. Ибо президент должен и обязан быть с народом, а не идти против народа. Народ вышел в январе 2022 года не от хорошей жизни, а то, что пришел предел наглости власти. Ламаған балаға сүт жоқ, емшек жоқ дегендей осылай міне. Біздер үнсіз отырсақ, олар тек қана шынын айтып тұра береді. Одан әрі шындық айту, әділдік талап ету деген қылмыс. Я считаю, спецоперация по мероприятию голодовка у меня удалась. Я все-таки вырвался из дома, я все-таки вышел из окружения областной больницы и благополучно добрался до площади. Такая слежка, такое преследование, это просто безумие. Вчера столько полицейских машин споражалось. Они отстали после этого до дома. Легковая машина доехала. Они идет, что ли. Ты держи на зоне обозрения, чтобы видно состояние, чтобы видел все. А он прям за мной метров 40-60 минут ехал все до дома. Как таких рабочих набирает полиция, я не знаю. Прокуратура КМБ набирает таких людей. Қаншама басынан қиындық өтсе де О, Азамат келатыр. Внутренняя политика Азамат города Уральска. Салем, Азамат.
Уғалейкум ассалам. Я қолым ұстайсыз. Ошибаетесь. Не надо, возле дома машина стоял. Потому я на столе перед Михаилом стоял, 2 человека возле меня стояли. Возможно, Не надо. Вы должны были слушать. Мы согласно закону о мирных собраниях, вы должны получить разрешение совместно с моим На органом. голодовку? На голодовку. Я не У вас не голодовка, у вас имеется плакат. Голодовку. В связи с этим у вас уже она является Это не один одиночным шпикет. пикетом. Это не один шпикет. Виктор Александрович, Талон. сынок, статьи 10 вы должны были получить разрешение следственного исполнительного органа. Так как у вас нет разрешения, ваши действия являются незаконными. На голодовку. В связи с этим просим вас прекратить ваши незаконные действия. На голодовку. Нет, давайте я расскажу, потом вы скажете. В связи с этим просим вас прекратить ваши незаконные действия. Вы отказываетесь прекращать ваши незаконные Давайте я действия? тебе объясню. Нет, давайте я спрашиваю. При подаче уведомлений на мирное собрание, на мирные митинги, одиночные пикеты, вы обязаны пригласить нас в акимат. Проводить И- заслуживание. Провести прослушать и предоставить нам... Можно онлайн, можно Подожди. Ну, хотя бы онлайн. вам звонили Вы должны предоставить нам другое время или другое место. И в случае только того, чтобы если откажется другое время и другое место, вы в этом случае только имеете право отказать нам. Но вы нам вы такое право не дали. Не дали. Сами вы как раз 6 июля день Голодовка не регламентирована законом. И у вас ваши действия не являются голодовкой. Ваши действия являются одиночным именно пикетом. голодовка. Нет, ваши действия являются одиночным пикетом. Вы Нет, с голодовка. плакатом стоите, уже считается Я одиночным ничего не пикетом. написал. Я не написал. Ладно, хорошо, я вас не услышал. Это ваше требую мнение. права на проведение мирного митинга. Все. А где статья, что на голодовку без плакатов выходит? Какая статья? Нет, есть закон о мирных собраниях. Ну? Там прописано одиночный пикет. Что такое? Как А правильно? голодовка написано? Вот. На голодовке Нет, там не написано? написано. Не написано. Нет, вот всё. Я порой- Действие Бекбулата Хамидовича является одиночным пикетом. В связи с этим я разъясняю. Ну, вы не надо. Нет, Голодовку предъявляет Бекбулат Хамидович, я больше от вас не спрашиваю. Я у вас спрашиваю. Вы отказываетесь прекращать свои незаконные действия? Или же... После выполнения этих требований. Нет, вы отказываетесь После на данный выполнения момент. требований. На данный момент отказываетесь от... После, я не незаконных отказываюсь. своих Я не действий? отказываюсь. Я выполню после выполнения этих требований. Ну, вы сами прекрасно знаете, за 5 минут регулировать данные вопросы не в силах. Не в моих силах, по крайней мере. 30 лет вам Ну, не вы хотя бы хватило. пообещайте. 30 лет вам не хватило. Больше 30 лет. Назарбаев обещал. Нет. Где программа Давайте сделаем так. Где программа Мы не 10? будем далеко уходить. Где Здесь программа ваши действия, я вас 10? сейчас разъясняю. Если вы Где дальше программа Назарбаева? ваши действия будут 20-10? незаконны. Где Я вам еще программа? раз разъясняю. Где программа Бекбулат Хамидович, Назарбаева? давайте 20-20. не будем, Где программа Назарбаева? 20-30. Где эти программы? Он не выполнил. За это он должен быть привлечен к уголовной ответственности. За это только. Где эти программы? Бекбулат Хамидович, я вам разъяснил. Почему народ Разъяснил закон о мирных Почему собраниях. довели до Вы такого состояния? отказываетесь? Скажите, вы отказываетесь? Почему народ довели до такого состояния, что народ вынужден выходить на головку? Вот бумажка. Я вам еще раз объясняю. командор Вы говорю. отказываетесь? Вы получили отказ. Правильно? Вы против того, что я требую, чтобы снизили основной цены? Вы против этого? Здесь дело против, не против. Здесь Бекбулат Хамидович, ваши действия являются незаконными. Давайте, ага, успокоимся. Я командор поставил уже. Ага, вас как зовут? Бекбулат Хамидович. Бекбулат Хамидович, да. Вы вышли, да? Сейчас без разрешения митинг нельзя заходить. Я не видел. Мне голодовка. Голодовка. А что? У вас плакат есть, значит, у вас действие является одиночным пикетом. Бекбулат Хамидович, ваши действия являются одиночным пикетом. Бекбулат Хамидович, еще раз я спрашиваю, вы отказываетесь завершать свои незаконные действия? Вот. Последний раз спрашиваю, скажите, вы отказываетесь на данный момент прекращать свои незаконные действия? После выполнения этих требований. Нет, на данный момент, После- без никаких требований, на данный момент вы отказываетесь прекращать ваши незаконные действия? Требования, пожалуйста. Выполняйте Скажите, требования, пожалуйста. Вы Бекбулат Хамидович, я вас хорошо слышу. А голодовку Вы меня давайте. хорошо слышите. Согласно статье о голодовке, давайте. Давайте я вам еще раз скажу. Про голодовку запрещено пока Я провожу голодовку. Нет, вы отказываетесь от ваших незаконных действий. Скажите У меня мне. закон здесь, я провожу голодовку. Нет, вы отказываетесь от ваших Я действий, провожу которые вы сейчас голодовку. делаете. Я требую остановить рост цен. Бекбулат Хамидович, Времени я, пожалуйста, я прекращу голодовку. Бекбулат Хамидович, я вам еще раз спрашиваю. Бекбулат Хамидович, вы отказываетесь от своих действий незаконных? В случае выполнения этих требований я отказываюсь от голодовки.
Давайте сделаем так. На данный момент вы отказываетесь прекращать свои незаконные действия. Вот мне нужен ответ, да или нет? У меня законные действия, я провожу голодовку. Нет, у вас незаконные действия. Законные У вас, действия, я провожу голодовку. незаконные действия в связи с тем, что ваши действия являются Здесь одиночным написано. Окудum, мен окудum да. Срочная голодовка. Я поставлю. Жоғарыдағы оқушыш мұны в случае отказа одиночного пикета делать. Да, қараңыз, жақсы, сіз плакатсыз шығып отырсаңыз, плакатсыз шығып отырсаңыз. Если вы без плаката были бы, вопрос другой был бы. Я акимат города третьего. Дәріге ақша жетпейді, тамаққа ақша жетпейді, қалай тұрамыз? Пенсионер инвалид істемін. Не кешіп келіп. Ана мен тұрмын, бәрі ақша кетеді. Человек с инвалидностью, это не привилегия. Это, ты сколько уходит денег? Я просто на тебя просто. А ты если заболеешь, к этому еще больше денег уйдет тебе. Потому что помимо того, что ты каждый день нуждаешься, тебе к этому еще нужно добавить еще лекарства. А почему? У меня закон здесь. Незаконные действия. Я вам разъяснил закон. Вы не имеете права головку переводить. Я спросил у вас, вы отказываетесь совершать свои Вы незаконные видите, что я кушаю? Нет, я не кушаю. Видите? Дело не в этом. У вас Я это голодовка нет. А что? Мне что просто? Я не имею. А что? Ты мне покажи статью, да? При головке запрещено алкоголь держать. Курсет меня кстати. Мне сразу кипало. Курсет меня. Сізге ондай митинг ташып Менде голодовка мына. Бәрі бар. Акимат қойдым. Үздесізден следующий номер.